В августе 1992 года противостояние между Верховным Советом Абхазии и руководством Грузии достигло точки невозврата. Эксперты, политики, историки и очевидцы тех событий до сих пор обсуждают обстоятельства, приведшие к войне между Абхазией и Грузией. Сегодня мы еще раз поговорим на эту тему с экспертом в этой области. Сегодня у нас в студии ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, генерал-майор Илья Гамисоня. Здравствуйте, Илья Шалович. Добрый день. Насколько я знаю, вы были участником национально-освободительного движения. Более того, были в составе забастовочного комитета. Почему на тот период назрела такая необходимость проводить подобные акции протеста? В тот период в обществе были волнения, и уже между грузинами и абхазами вспыхивали межнациональные конфликты. Как все начиналось? Расскажите об этом. Все начиналось гораздо раньше. Исторически грузинская государственность пыталась иметь в своем составе Абхазию как часть грузинского государства и как часть грузинского этноса. Это происходило на протяжении не одного десятилетия, это происходило на протяжении веков. Советская система государственного устройства ввела Абхазию в состав Грузии на правах автономии. И с тех пор практически каждые 10 лет народ Абхазии выдвигал свои требования по своему развитию, по своей идентификации, по требованию имения своей необходимости иметь свою государственность. Да, государственность в рамках Советской Конституции была закреплена, однако численность населения в Абхазии максимально увеличивалась за счет притока грузинского населения. И на своей собственной территории Абхазии оказались в меньшинстве, что, в общем-то, влияло на принятие каких-то решений, да и, в общем-то, на демографическую ситуацию очень серьезно влияло. Но процесс начал развиваться с началом развала Советского Союза, с началом ослабления централизованной власти в Москве. И начались эти процессы, центробежные процессы, которые, в общем-то, дали повод для развития националистических движений в бывших социалистических государствах. А что касается Грузии, то тенденции к националистической политике у них были всегда. И желание проглотить Абхазию в качестве своего, как говорится, такого вкусного пирога у них было. Им нужна была эта территория, на которой проживает население, которое называет себя грузинами. Единственное требование, которое начали предъявлять грузинские неформалы в период с 1988 и до начала войны, это было требование упразднить абхазскую автономию. Значит, на территории Грузии должны жить грузины, Грузия для грузин и так далее. Естественно, в такой ситуации абхазский народ не мог находиться, не мог примириться с такой ситуацией. Естественно, начали возникать противоборствующие силы. Был создан Народный форум Абхазии Айтгалара как сильная политическая единица, которая в общем-то, заменила собой органы государственной власти на тот период. Органы государственной власти все более и более претерпевали, коренные изменения в сторону своего ослабления. Это было не только в центральных органах в Москве, это чувствовалось везде. Соответственно, к власти приходили неформалы, и они, особенно в Грузии, и они диктовали свою политику. А политика эта сводилась к одному – уничтожение абхазской государственности, уничтожение абхазов как этноса. И на этой волне, в общем-то, и возникли процессы, которые привели к первым столкновениям. Эти столкновения произошли в 1989 году, которые переросли в дальнейшем вмешательство государственных органов Грузии, прежде всего, это грузинской прокуратуры, которая в одностороннем порядке стала принимать решения о наказании лиц только абхазской национальности. И этот процесс, он вызвал создание забастовочного движения в защиту наших патриотов. Забастовочное движение охватило всю Абхазию. В общем-то, государственные органы не могли не считаться с забастовочным движением. Однако принимать собственное решение никакое не могли. В том числе и руководство Грузии абсолютно самоустранилось от решения данного вопроса. Процесс как шел, так и шел по ущемлению, участников этих волнений именно абхазской национальности. И тогда забастовочный комитет принял решение, провести встречу с руководством Советского Союза. Тогдашние депутаты Верховного Совета Владислав Григорьевич Ардзинба, Руслан Аржба, Борис Викторович Адлиба, они помогли организовать эту встречу.
члены забастовочного комитета встретились с Лукьяновым, одним из руководителей советского государства, которому было доложено, что в Абхазии происходят процессы, которые неминуемо ведут не только к развалу внутри Грузии, к процессам жестким внутри Грузии, но и повлияют на судьбу и Советского Союза в том числе. Однако, к великому сожалению, центральная власть была уже настолько слаба, что сама призналась в этом. Вот Лукьянова слова буквально были такие: «Вчера у меня была грузинская делегация, они нас не дослушали, хлопнули дверью и ушли». Вот тогда мы поняли, что центральная власть уже не способна решать вопросы, которые нам придется решать самим. Что была ли... Ну, то есть, получается, тогда уже были предпосылки, и уже было понятно, что начнутся какие-то действия военные? Безусловно. Речь, может быть, не шла о военных действиях, но мы четко понимали, что дипломатический путь, он практически исчерпан. Вести диалог было не с кем, потому что было только одностороннее требование, крикливое, шумливое, националистическое. Те здоровые силы, которые еще находились в Грузии, они все больше теряли свои позиции, и, в общем-то, они не могли влиять на весь этот процесс. Всем процессом в Грузии стали управлять именно националистические элементы. А с приходом Шеварднадзе, Шеварднадзе не смог справиться с этим направлением, естественно, а может быть и захотел их поддержать. Вот, были созданы соответствующие военные формирования, Мхедрионе, Шевардене, в основном состоящие из уголовников, которым надо было так или иначе сделать какой-то выпад. Выпад куда? В сторону Абхазии. Естественно, зло для них находилось в Абхазии, и они сделали этот шаг. Войну начали они. Ну вот вы говорите, что дипломатически уже этот вопрос было трудно решить, но тем не менее, на ваш взгляд, можно ли было избежать этой войны? Знаете как, войну начали не мы, к нам пришли с войной. Если бы они не пришли, тогда была, может быть, другая ситуация. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому они пришли, а мы не могли, значит, этот вопрос оставить просто так. О дипломатии уже речи идти не могло. Началась война. Война была неизбежна. Зная все те процессы, которые происходили у нас в Абхазии, говорить о том, что мы могли предпринять какие-то другие шаги, миротворческие и прочее, 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 еще раз повторяю, дипломатические шаги было предпринимать не с кем. Грузинская сторона была не готова делать эти шаги. И даже наши какие-то попытки были, вот в Верховном Совете Абхазии, значит, какие-то конструктивные предложения были по взаимному существованию. Однако это все не воспринималось. Это воспринималось в штыки грузинской частью Верховного Совета, это в штыки воспринималось, значит, руководством Грузии и, соответственно, всеми неформальными организациями Грузии, которые к тому времени, в общем-то, и диктовали политику, националистическую политику грузинского государства. Известный факт, что между Ельциным и Шеварднадзе была договоренность, что грузины захватят Абхазию за 3 дня. Вот на что делалась основная ставка? Ну, я думаю, они недооценили роль самого абхазского народа и его стремление к сохранению своей государственности и своей идентичности. Исходя из того, что большинство населения в Абхазии на тот период составляли лица не абхазской национальности, а большинство еще и грузины составляли, в общем-то, я думаю, что расчет был на то, что абхазское патриотическое движение будет не в силах оказать сопротивление. В чем они очень сильно просчитались. Потому что, во-первых, поднялся весь народ Абхазии. А народ Абхазии это были не только абхазы, подключились и лица других национальностей, и русские, и армяне, те же грузины. Вот, речь шла о том, чтобы, значит, противостоять тому злу, которое шло со стороны Грузии. А это было очевидно. Это было фашистское, националистическое зло, закрепленное на уголовном уровне. То есть это были еще и уголовники и так далее. Поэтому вот этот процесс, он был, конечно, неизбежен. И власти Грузии серьезно просчитались. Они не ожидали такого отпора. Вот поговорим о русском военном факторе. И раньше, и сейчас грузины обвиняют Россию в том, что она вместо того, чтобы вернуть в Грузию закованных в цепи, как они говорили, бывших вассалов, помогла их противникам. Это неправда или полуправда? Вот какую позицию тогда принимали российские военные части? Вы понимаете, во-первых, Россия не была никому обязана кого-то там возвращать в цепях или без цепей. Это, я не знаю, заявление на каком уровне было сделано. Это первое. Второе, значит, официальная Россия, естественно, не поддерживала Абхазию. Руководство России не поддерживало Абхазию. Но были те здоровые силы, в том числе и в армии, которые... Но российские военные части, которые находились на территории Абхазии, они же все-таки были вынуждены
вы знаете, поддерживать Абхазию? Вы знаете как, они, может быть, и были в чем-то вынуждены, но это было жесты доброй воли. Вот такие легендарные люди, как генерал Чандаров, как генерал Сигуткин, это было их воля, это было их желание. Несмотря на то, что они рисковали своей карьерой, и партийным билетом на тот период, и многими своими социальными благами, они пошли на то, чтобы поддержать наш народ. И таких случаев было очень много. Русские летчики, они, в общем-то, наладили вот этот коридор между Востоком и Западом, рискуя жизнью. Чисто не за страх, а за совесть. Многие русские специалисты помогали нам в налаживании налаживании техники и так далее. Вот простой пример приведу. В Тхвашчале после нескольких дней бомбежек, мы запросили центр, и нам прислали какие-то зенитные устройства, с которыми мы еще не в силах были справиться, не владели этой техникой. И вместе с ними прилетел, русский инструктор Саша по имени. Больше он никак не представился. Вот он несколько дней помогал нам, устанавливать зенитную артиллерию, сам носил на плече ПЗРК, пытаясь выловить какой-то грузинский вертолет. Но надо сказать, что вот эта акция проведенная, она, видимо, получила резонанс со стороны Грузии, и с этого периода артналеты, вернее, авиационные налеты на Тхвашчале прекратились. Через какое-то время я узнал, что вот этот Саша, он представлял одного из руководителей воздушно-десантных войск России. То есть вот на таком уровне, ребята помогали нам, который по доброй воле приходил и помогал. На тот период преимущество было на стороне Грузии, понятное дело, и по человеческому потенциалу, и по техническому оснащению, и по геополитическому раскладу. Вот какие страны нас тогда поддерживали? Что помогло нам победить в этой войне? Вы знаете, на государственном уровне нас не поддерживала ни одна страна на земном шаре, в том числе и Россия. Но был очень серьезный один фактор, который не учли ни грузины, и который не учитывают многие в этом мире. Когда говорили, что грузин воюет за территориальную целостность и погибает за территориальную целостность, то абхазец воевал за свою родину и погибал за свою родину. А это огромная разница. Это один из факторов. И еще я считаю, что важнейшим фактором нашей победы, и единения народа, и нашего успеха, это было то, что Бог даровал нам на тот период великого лидера. Лидер очень важен в решении всех военных, социальных, экономических и других вопросов. Если в государстве есть лидер, достойный того, чтобы его поддержал весь народ, тогда и свершится любая победа. Я думаю, что на тот период все эти факторы и плюс пассионарность нашего населения, они сыграли свою роль. Никакой силой Грузия не могла победить нас на тот период. Мы были едины, мы были вдохновлены, у нас был лидер. Мы дрались за свою землю, за свою родину. А роль конфедерации народов Северного Кавказа в этой войне, вы знаете, в этой победе, так скажем? Вы знаете, была огромная роль, прежде всего, это был моральный фактор. Когда наши противники, в частности, я знаю эту ситуацию по позициям Восточного фронта, когда они слышали о том, что появились представители Северного Кавказа, особенно чеченцев, они почему-то боялись, они вечно присылали к нам каких-то переговорщиков, говорили о том, что это наше дело, давайте, пускай здесь не будет больше никто, у них появился очень серьезный страх. Поэтому роль северокавказского фактора, она была прежде всего очень сильная в моральном плане. Хотя у нас не было в таком большом количестве, допустим, добровольцев на Восточном фронте, однако сам моральный фактор, он оказывал большую поддержку. В том числе и на наших бойцов это оказывало огромную моральную поддержку. Это серьезный фактор, и я считаю, что это был одним из факторов, который нам позволил победить в этой войне. Хотим мы того или нет, но грузины наши соседи. Так уж сложилось. Дальше, как вы считаете, мы могли бы с ними выстраивать какие-то взаимоотношения? Бесконечной войны, конечно, не бывает. Но должно быть обоюдное понимание того, что война должна быть прекращена. Должен быть подписан мирный договор, и официальные структуры Грузии должны пойти на понимание того, что Абхазия на веки веков остается независимым государством, они должны признать это как должное. Других вариантов я просто-напросто не вижу. А устанавливаться добрососедские отношения, они, конечно, потом будут. Будут и торговые, будут и другие отношения. Кстати, сегодня они, может быть, развиваются, но не в том плане, не на том уровне. Но это другой вопрос и не сегодняшняя тема. Спецоперация в Украине не могла не затронуть эту тему, потому что, в принципе, весь мир вовлечен
в это. Как отразится на нас вот все, что происходит сейчас там? Какие последствия для нашей страны? Вы знаете, по сути дела идет война не между Россией и Украиной, идет война коллективного Запада против России и ее союзников. Мы сегодня являемся одним из союзников Российской Федерации, являемся стратегическими партнерами, поэтому все, что будет происходить там, зеркально будет отражаться и у нас. Вот. Мы, единственное, мы должны всячески способствовать тому, чтобы у нас было правильное понимание этого вопроса и молиться за то, чтобы там свершилась, достойно завершилась эта операция, победой соответственно. Вот. Воевать со всем миром это очень сложно, это идет война англосаксонского мира против славян, и они сегодня умудрились сделать самое страшное, они натравили славян друг на друга. То есть воюют против России до последнего украинца. Силой своего оружия, силой своего, значит, своей пропаганды, силой своего информационного поля и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что справедливость, она все равно победит. Наша молодежь, ну, о войне знает только по книгам и не видели, и слава Богу. Что вы можете сказать, какие-то напутственные слова подрастающему поколению? Вы знаете, нам надо уделять больше внимания военно-патриотическому воспитанию нашей молодежи. Это на школьном уровне, это на уровне даже детских садов, на уровне учебных заведений. Вы посмотрите, что произошло на Украине. На Украине за 20 лет сила идеологии смогли воспитать поколение, которое ненавидит русских, сами будучи русскими фактически. Понимаете, вот что делает идеология, вот что делает воспитание. Дети, выросшие сегодня вот за последние 20 лет, они не хотят слышать о русском мире. Вот нам так надо воспитывать нашу молодежь, и так надо готовить патриотическое воспитание на уровне, вот на тех уровнях, о чем я говорил. К сожалению, значит, у нас сегодня в этом вопросе как раз есть серьезное отставание. Я могу это сказать на примерах того, как происходит призыв в армию, как, значит, какое количество у нас уклонистов, какое количество у нас людей, которые не хотели служить в армии и так далее, и так далее. Это все процесс воспитания, патриотического воспитания. И вот в этом вопросе мы должны, значит, более активно работать. А что касается нашей молодежи и знания того, что происходило в нашей истории и так далее, опять же, это вопрос того, насколько мы это преподносим правильно и насколько это активно преподносим. К великому сожалению, сегодня вот иной раз я бываю на мероприятиях со вступительными экзаменами и так далее, люди не знают нашей абхазской истории. Молодые люди, окончившие школу, не знают абхазской истории, не знают, что была война, вернее, знают, что была война, но что был Восточный фронт, что такое был Западный фронт, кто был главный союзник, кто был главный враг. Мало, да? Подробностей мало, не вникают во все эти вопросы. Наверное, потому что нет особых требований. Наверное, потому что уровень подготовки какой-то слабый и так далее. Вот здесь вот мы должны более активно работать. Но тут и семья тоже важную роль абсолютно играет. На всех уровнях. Семья, детский сад, школа, армия, институт. Абсолютно на всех уровнях. Вот здесь нам нужна более активная работа, и я думаю, что мы с этим справимся. У нас замечательная молодежь, у нас прекрасные, грамотные молодые люди. Вот просто немножечко надо работать на уровне государственном и на уровне тех организаций, которые этим должны заниматься. Илья Шалович, спасибо большое, что нашли время, ответили на мои вопросы. Я надеюсь, что наше подрастающее поколение будет знать о войне только из книжек и из уст старшего поколения. Очень хотелось бы надеяться, и дай Бог, чтобы так и было. Спасибо большое. Спасибо вам.